Доброго времени суток, уважаемые телезрители. В эфире спортивная передача «Спорт Тайм» на телеканале НТС Спорт. Я ее ведущий Азирет Туратбеков. Друзья мои, сегодня у нас интересная передача и разговор, беседа с нашими чемпионами мира по тайскому боксу. Тайский бокс или муай-тай – боевое искусство Таиланда, произошедшее из древнего тайского боевого искусства муай-баран и схожее с другими индокитайскими боевыми искусствами. Есть повод гордиться нашими спортсменами. Ведь на недавно прошедшем чемпионате мира кыргызстанские молодчики привезли 4 золотых, 3 серебряных, 2 бронзовых медали и 1 чемпионский пояс. О да, друзья мои, это все наши спортсмены. И у меня сегодня в студии начнем мы с прекрасной леди Айбике Исаева, член сборной Кыргызстана по муай-тай, чемпионка мира по тайскому боксу 2018 года, бронзовый призер чемпионата мира 2016 года, серебряный призер чемпионата мира 2017 года, тренер женской группы по муай-тай. Все это Айбике Исаева. Здравствуйте, добро пожаловать. Спасибо большое. И слева от меня, надо подготовиться, чемпион Евразии по муай-тай 2014 года, бронзовый призер чемпионатов мира 14-16, чемпион мира 2017, серебряный призер чемпионата Европы 2017, чемпион Азии 2018 по муай-тай и обладатель чемпионского пояса Бейшенбек Улу Джаныбек. Здравствуйте. Я все верно сказал? Да. Нигде не ошибся? Нет. Вы довольны? Довольны. Отлично. Ну что ж, добро пожаловать к нам в студию. Меня зовут Азирет Туратбеков. С кем не здоровался, будем знакомы. Ну, рассказывайте, с чем к нам пожаловали. Айбике, и с вашего позволения, давайте, девушки, мы передадим микрофон. Да. Скажите, Айбике, сколько вам было, когда вы попали в тайский бокс? Мне было 16 лет, то есть это был август 2015, если не ошибаюсь. Совсем недавно относительно. Да, относительно недавно, но хорошую базу мне дал такой спорт, как тэквондо. После этого я, когда пришла в зал по тайскому боксу, тренер, естественно, скорее всего, заметил что-то, заметил какой-то уже заложившуюся базу, и он сказал, что да, это тебе поможет, добро пожаловать, и с тех пор и начался мой путь в тайский бокс. Ух ты, и за 3 года вы выросли чемпионка всего и вся. В чем ваша фишка, Айбике? Я думаю, это вера окружающих в меня, в первую очередь, потому что, как все знают, это не совсем женский вид спорта, и думаю, что это заложенный стереотип, то есть при желании человек может добиться всего. И это терпение, трудолюбие, несмотря на разные преграды на пути, все поддерживали, тренер верил, у нас сильная сборная команда, у нас отличные ребята, которые дают мне пример, это наша сборная, и мы вместе двигались вперед, и я как раз-таки дошла к этому титулу, это была моя мечта. И мечта осуществилась, да? Вот у нас Айбике в 16 лет попала в секцию тайского бокса, ну а вы, Бейшенбек, во сколько лет вы попали? Я в спорте где-то, больше 13-14 лет где-то. Ну, в тайский бокс я попал в 18. До этого борьбой занимался, дзюдо, потом перешел на тайский бокс. И кто вдохновил вас? Я всегда хотел, с самого детства, как бы, ударным видом спорта, мечтал и хотелось бы. Но так как, поскольку не было секций, занимался борьбой, дзюдо, потом перешел в этот, приехал в Бишкек и начал заниматься тайским боксом. Вот скажите, легко ли тайскому боксеру переквалифицироваться в обычного боксера или кикбоксера? Вот у меня всегда этот вопрос интересовал. Легко ли? Касательно бокса, я думаю, это очень тяжело, а касательно кикбоксинга это легче легкого. Легче легкого. То есть там тоже лоу-кики, там тоже удары ногами. Да, то же самое, да. Только без локтей и коленей, считайте. Ух ты, вот локти, колени. Айбике, скажите, как вы переживаете все эти травмы? Хороший вопрос. Это красивый вид спорта, то есть, когда я пришла в зал, я не знала, куда я пришла. Я увидела на ютубе видео Александра Вавилова, мне просто понравилось, как он бежал на ринге, то есть камера стояла сверху, он бежал с нашим флагом по кругу, то есть вышел в середину тренера, они фотографировались, поднимали его. И это мне дало, наверное, какой-то заряд. Я не знала, что там в этом спорте присутствуют локти, колени. Я просто пришла в зал. И потом уже потихоньку начала. В этого русского боксера, да? Ух ты, Вавилов. Если что, вот, ученик. Он тоже несколькократный чемпион мира. К сожалению, он сейчас не здесь, да. Но именно вот этот дух, высоко поднятый флаг нашей страны зарядил меня на тот момент. То есть я действительно не знала, что это за вид спорта. Да, я почитала колени, локти, ну и хорошо, а почему бы и нет?
это что-то новое, нужно пробовать. Ух ты. Вот так вот. А вот как вы переживаете? И ваша самая большая травма в вашей карьере? Ну, травм у меня были Много, да? много, да, очень. И каждая, даже если маленькая травма, это считается большой, если именно во время подготовки к какому-то чемпионату. Вот. А касательно травм, так как поскольку я любитель больше покидать ноги, у меня в основном травмы на ногах. Ух ты. Это, значит, стиль ведения вашего боя, да? Да. А вы как оцениваете ваш стиль ведения боя? Вы кто? Вы панчер, вы в прессинг уходите или больше как Флойд Мейвезер, там, защищаетесь, обороняетесь, выжимаете все соки? Знаете, я же выступаю в основном по любительским боям, и то есть там в бою нужно показать твою технику, как говорит тренер, навязать свою тематику, показать, что ты в ринге хозяин. То есть я всегда работаю первым номером, всегда иду вперед. Да, были на предыдущих чемпионатах большие ошибки, но я над этим работаю. То есть какой-то определенной техники у меня нет, потому что я работаю на очки. То есть у меня не было никогда в приоритетах отправить нокаут или досрочно победить почему-то, да, я вот сейчас над этим тоже задумываюсь. Да, и в основном работаю на очки и всегда за красивый бой. Именно не грубый. Не грубый такой. Знаете, эстетичный, да? Да, потому что девушки, они бывают даже порой агрессивнее парней, и начинается просто элементарная рубка. Я этого не хочу никогда допускать А в бывало ринге. такое? Бывало в 2016 с россиянкой совсем, потому что я не знала, как управлять собой. Я начинала бежать на нее, а она в тот момент меня встречала. В этом она оказалась умнее. То есть, да. На контрпанчах, да, вы попадаетесь? Следующий вопрос. Что самое сложное в вашем виде спорта? В тайском боксе, Ищенбек? Ну, так же, как в любых других видах спорта, это работа. У нас своя дисциплина, свои цели, свои задачи, свои скажем так, приемы, свои программы. Поэтому, работа, труд. Работа, труд. И самый любимый и самый сложный прием в вашем арсенале? Я не знаю, их очень много. Самый такой топовый прием в вашем арсенале? Я могу касательно под соперника подстроиться. Могу как бы акцент взять на колено или на руки, или на локти, или на ноги. И на что я беру акцент, этим завершаю нокаутом. И сколько нокаутов у в меня? данной секунде, да, у вас? Честно, не считал, их очень много. Очень много? Очень много. И по любителям, и по профи очень много. А сколько лет вы уже в профессионалах? Ну, в профессионалах я где-то 2 года занимался тайским боксом, выступал по любителям, начал результаты хорошие давать и сразу перешел на профики, это где-то 6 лет уже по профи. 6 лет. А в И по Кыргызстане? любителям выступаю, и по профи выступаю сейчас. Не в Кыргызстане, я в Таиланде, в основном, куда езжу, только по профи ездил. Коль мы затронули заграничную тематику, Айбике, скажите, реально ли тут заниматься тайским боксом и готовиться к чемпионатам мира? Конечно, у нас очень сильная школа. Наш тренер Айталиев Сыргак, он просто профессионал своего дела, не побоюсь этого слова. То есть мне часто спрашивали, здесь ли вы начали, либо когда учились в Малайзии, они же близко к Таиланду, там научились. Я говорю, нет. Именно любовь к спорту, к терпению привил как раз-таки наш тренер. Он ездит всегда на чемпионаты мира, он всегда тоже вместе с нами обучается, вместе с нами развивается, какие-то новые техники привозит к нам, и каждый раз, то есть мы их пробуем постоянно. То есть у нас сборы проходят, конечно же, в нашем зале, но это все как полагается на международном уровне. Да, у нас не совсем подходящие условия, у нас очень холодный зал, но ребята терпят это и делает, мне кажется, нас всех сильнее. И, соответственно, наш тренер подготавливает каждому правильную тренировку, подготовку. Питание потихонечку мы уже сами контролируем. Давайте к слову о питании. Каков ваш рацион тайского боксера? Что туда входит? Смотря когда. Если это перед боями, то весогонка — это просто страшное дело. Да? Сколько самое большое количество килограмм, которое вы смогли сбросить? В прошлом году я просто очень сильно набрала, это моя вина, собственно. Я достигла категории 83 килограмм, хотя выступаю в 63. Ух ты! То есть это, да,
это просто случилось после операции, то есть такое что-то быстрое, да. И за 2 месяца я сбросила 25 килограмм и вернулась в свою категорию. Это было жестоко. Это космос. 25 килограмм, Да. вы представляете? 25 килограмм, что у нас весит? Там 25 килограмм. Собака даже меньше 25 килограмм. Это честное слово. Это живая собака. А вы 25 килограмм. Мешок взяли и картошки. бросили. А вы за свою жизнь максимальное количество килограмм, которые вы Ну, смогли? я всегда форме. где-то, ну, не превышаю 5 или 4, все. Я всегда в форме, как можно Ух сказать. ты. Да. И ваш фирменный вес Фирменный вес всегда 70. 70. Да. У вас Выступаю получается на 67. 3,67, это по-разному бывает. И чувствуется ли разница, когда вы выступаете в более высокой весовой категории? Или 5-6 килограммов не считается чуть-чуть? Это зависит от уровня бойца. Если ты, как бы, скажем, на нормальном уровне, ты весовую категорию особо не почувствуешь, так как, поскольку твои физические данные позволяют, техника позволяет, ты можешь максимум почувствовать его давление весом. А так я выступал тоже в других весовых категориях очень часто. И проблем не чувствуете? Проблем не было, я только в этом, во время клинча только этот вес чувствовал. А так удары, когда толкаемся, бодаемся, ничего не чувствовал особо так. А что вы смеетесь, улыбаетесь? Толкаемся, бодаемся, да. А, Просто Джанабек Байке всегда работает спокойно, и меня удивило, что он так сказал, в том-то и дело. то есть он не агрессор в ринге? Нет. Спокойненько? да? Спокойно, технично. Ух ты. Да, терпеливость, это терпение самое главное в ринге, мне кажется. Она ваш не менеджер, случайно? Нет. Расхваливает так? И она просто с нами всегда тренируется, нас всегда поддерживает в этом. В боях часто с нами бывает, вот, то воду принесет, то полотенце, поэтому знаем. А, подай, принеси, да, значит? А я думал, менеджер, а ты, оказывается, подай, Нет. принеси только. Нет, Я шучу, конечно. то же самое мы тоже делаем. Когда Конечно. Айбике выступает, тоже в углу стоим, воду подаем, там полотенце, перчатки, все. У нас группа наша сборная очень коллективная, и мы как бы друг другу очень так всегда помогаем и как бы добиваемся успеха вместе. И тяжело ли наблюдать за тем, как вашего партнера по сборной избивают в ринге? Скорее, Были ли такие случаи? скорее наши избивают, другие. Наши избивают. А, так, да. Знаете, как было? Недавно смотрел видео, и там сборная России, один тренер говорит, а наша сборная, говорит, сборная России, равняется на сборную Кыргызстана по тайскому боксу, говорит, потому что кыргызские спортсмены, тайские боксеры показывают именно классику тайского бокса. Ух ты. Вот, и его видеообращение видели все другие соседние страны, и сейчас, я думаю, многие равняются на наших спортсменов, потому что на чемпионатах мира мы не просто так вышли, выиграли. Ну, там такой кураж устраиваем, что и зрители, и спортсмены, и вообще рот открывают. А кому мы обязаны этой базе, этой школе? Этой базе мы, конечно, в первую очередь обязаны своему тренеру, это Лиу Сыргаку. В вторую очередь мы обязаны нашим близким, которые нас всегда поддерживают. Вот, и, конечно же, всей нашей стране, которые нас всегда понимают, поддерживают и болеют за нас. И какова поддержка со стороны государства тайским боксерам? Смешной вопрос, честное слово. Знаете, я всегда когда-то думала, что вот государство должно и тому подобное, мы же спортсмены, мы же отстаиваем честь. Но потом мы поняли, что главное это признание народа в первую очередь. То есть народ знает нас, народ поддерживает, пишут хорошие пожелания, пусть это соцсети, пусть это при встрече. Это самое главное, это и дает, да, вот мотивацию. Ну а если по поводу государства говорить, да, это вообще не секрет, мы не олимпийский вид спорта, поэтому на нас внимание большое все-таки не уделяется. Каждое наше соревнование, любой чемпионат выездной, все это финансируется нами самими, да, но в этом году, да, хотелось бы особую благодарность вызвать особому человеку, нашему этому брату, который вот в этом году поддержал наших 4 парней. Ну, до этого тоже поддерживает ММА. Спонсорская да, помощь, ребята из ММА поддерживают грэпплинг. Куценко Константина Ивановича. Вы его знаем тоже его, он знаете. частый гость у нас, Константин Иванович. Вот сейчас хотели бы его тоже поблагодарить за то, что он всегда поддерживает наших ребят, всех ребят, которые поднимают кыргызский флаг. И от всего сердца пожелать ему крепкого здоровья, терпения и здоровья близким, родным. Действительно, Константин Иванович, вам спасибо большое. Кого бы мы ни пригласили сюда, каких спортсменов, они всегда выражают благодарность вам. Спасибо за то, что вы есть и поддерживаете наших тайских боксеров.
Скажите, пожалуйста, вот муай-тай, как я знаю, отличительной особенностью муай-тай является традиционная молитва вайкру, вайкру и церемониальный танец рамуай, предшествующий каждой схватке. Вы также прибегаете к этим ритуалам? Это обязательная часть тайского боксера? Ну, если ты как бы профессионально занимаешься, и если как бы это твоя профессия, то это обязательная часть. А ты, если просто как бы вышел подраться, это как бы не обязательно. А вы, Айбеки, вы прибегаете ко всем этим ритуалам? Да, каждый год я танцую этот танец вайкру. На самом деле, здесь тоже спорный вопрос. Всегда у людей возникает, почему ты следуешь этому танцу, то есть у тебя религия другая, у них понятия другие, у них боги другие. На самом деле это настрой. Как ты проводишь молитву во время этого танца, это другое, но ты своим танцем показываешь уважение к их спорту, к их философии, к их культуре. То есть они, значит, не просто так это все придумали. Во время этого танца ты можешь настроиться как боец, знаете, войти в форму именно тайского бойца, да, не просто девушка, которая пришла победить. Это все важно. И там особая молитва, да, есть? Нет, это просто получается так, что ты выходишь, танцуешь, это в первую очередь ты отдаешь дань этому рингу, за то, что ты выступаешь здесь. В вторую очередь ты отдаешь дань своему тренеру, за то, что он подготовил тебя к этому бою. И в третью очередь ты отдаешь дань своему сопернику, дань уважения. Вот, потому что тайский бокс, она настолько жесткая вид спорта, то, что часто раньше, когда это был вне спорта, часто люди как бы умирали на ринге сразу же. Вот из-за этого каждый боец выходит, и он думает, что, ну, мало ли что-то, что его может быть последним боем. Поэтому он танцует вайкру от всего сердца и благодарит всех, кто его поддерживает. А в конце нашей передачи вы можете исполнить пару движений из вайкру? Запросто. Сможете, да? Обязательно, ловим на слове. И я вот хотел бы про молитву. Вы молитву говорите на каком? На тайском языке или на своем? Нет, там ничего не говорится, там только танец, как бы сказать, движение тела. А что насчет Этим вот этого показывают. ритуала возле угла? Там ничего не говоришь, просто... Ты можешь про себя, конечно, что хочешь делать, да. свое, да, что-то сказать. Это уже от тебя зависит. Да, то есть, как Джамбек Баке сказал, это тренер, это близкий, это ринг, соперник и, конечно же, боковые судьи, то есть все, кто организовал этот бой, всем спасибо. Это хорошая философия. Да, действительно. Это уже ни к религии, ни к чему не относится. Это Нет. про спорт, да? Именно вот касательно тайского бокса. И все это, когда видят тот, кто танцует вайкру, все это понимают, и все благодарят и тебя тоже. А что насчет ваших личностных обрядов? Есть у вас какие-то традиции, суеверия, поверья? Ведь все-таки спортивные люди — это суеверные люди. Вот у вас, Айбеки, имеются какие-то обряды, там, поверья, суеверия перед выходом, там, с правой ноги или там, маме не звонить перед боем? Есть какие-то такие? Нет, никогда. То есть такого нету. Да, к рингу нужно. То есть это есть правило с правой руки надевать перчатку, заходить с правой стороны и тому подобное. Ну, это действительно кому как, но у меня, конечно же, всегда поддерживает мое именно внутреннее поверие во Всевышнего. Ух ты, отлично. Пищемек, у вас есть какие-нибудь? Ну, у нас как бы... Традиции. Я звоню папе, чтобы он за меня помолился. Параллельно я тоже молюсь, и у меня как бы есть свои обереги, тумары, вот такие. Ну, вот, поэтому ношу тумары. Сам тоже молюсь, прошу Всевышнего, и родители тоже, близкие тоже просят за меня. Да, интересно, мы сейчас в теологию как плавно вошли. Не хочется, конечно, внушать, но да, молитвы это самое главное. И действительно, мы звоним родителям, и как какое-то вот молчание по всему миру, они все молятся, а мы деремся, да? Что-то в этом роде. Что-то в этом роде. Молитесь, чтобы я побил его, да? Если грубо говоря, да? Самое главное, без травм, без обид друг к другу. Самое обидное поражение в вашей карьере? О, у меня таких было очень много. Расскажите вот о самом таком памятном поражении. Знаете, как было? Как было? Ты вроде бы выигрываешь, тебя заслуживают. Идешь, проигрываешь, как бы все равно проигрываешь. Вот, потом опять идешь, выигрываешь, тебя опять заслуживают. Короче, у меня вот 3 вот так подряд было. Выиграл, не дали. Пошел, проиграл, молча ушел. 3-й раз пошел, выиграл, опять не дали. Короче, и вообще я где-то, я не знаю, где-то полгода... Ну, В себя приходили? Да, капец потерянный ходил. Тем более остался в Таиланде один, ни тренера, ни близких, никаких даже кыргызов там никого не было. Тяжело, Даже ни русских там не было, поэтому где-то полгода очень тяжело отходил. И вы не приезжали сюда? Ну то, что не приезжал особо, так даже из комнат, наверное, не выходил. Ух ты.
Очень Настолько? тяжело. Ну, Потому действительно, что, после 3 поражений к ряду? потому что, ну, до этого не то, что 3 поражения, там, до этого еще даже одного поражения не было. И вот так вот, мне очень тяжело это пришлось. И вы ни разу не вкусив горечи поражений, вы вот 3 раза Подряд, потерпели, да. и это И тяжело. получается, да, мне вот непонятно было, выигрываешь, не дают, проигрываешь, не дают, выигрываешь, опять не дают. Что это такое, вообще непонятно было. как? Короче, с небес на землю спустили, и Мгм. прям жестко. Ну, самое главное, вы сейчас обладатель пояса, да, Да. Ишимбек? Не, ну, после этого я собрался через полгода, показал себя с хорошей стороны, Мгм. и я получил, опять же, признание того же турнира, признание тех же людей, и как бы с интернета мне еще много признаний писало, и вот это как бы, Мгм. ну, я начал дальше больше работать, я уже не потерял свою веру, я опять начал в себя верить, и начал верить в людей, которые могут поддержать меня, могут поверить в меня. Мгм. Вот. Ух ты, спасибо вам. И Это то, было что, за душой. да, и то, что мне писали, поддерживали, это была не только наша страна с Кыргызстаном, мне с Европы, с Америки, с других, ну, с Азии, не кыргызы, а другие нации писали. Ух ты. Было На круто. международный уровень вышли, Да. я смотрю, Ишимбек. Айбеке, вам вопрос. Ваше самое обидное поражение и самая памятная победа? Памятная победа, начну с хорошего, Мгм. конечно же, это чемпионат мира, где я и выиграла золото. Это... После этого моя жизнь поменялась очень сильно, действительно. Я обрела себя, скорее всего, как личность. Я поняла, что на этом нужно не останавливаться, и я поняла, что я хочу вдохновлять других на спорт, на веру в себя, помогать каким-то девушкам. Поэтому я и решила заняться тренерской деятельностью, чтобы дать понять каким-то подрастающим девушкам или девушкам уже, которые прошли определенный возраст, что ничего не поздно, что можно поверить в себя, можно двигаться, да, даже если это будет для самого себя. Ты знаешь, что ты на что-то способен, ты можешь чего-то добиться, это просто прекрасное чувство. Потому что до этого, буквально за 3-4 месяца, я провела первый полупрофессиональный бой в Малайзии. Это для меня был большой удар, потому что я все 3 раунда выигрывала, и в 3-м раунде я сама расслабилась. До сих пор себя за это ругаю. Получается, оттянулась на канат и просто сама же прилетела на ее локоть. Ох ты. И она поняла, что я растерялась, она ударила 2 раза по одному глазу, 2 раза по другому глазу. И, то есть я не могла не сказать ни родителям, потому что они скажут: все, Айбеке, тайский Завязывай, бокс, да? завязывай. Ты что, у меня были огромные гематомы, мало того, что у меня зрение минус 3,5, оно еще упало на 0,25. У меня были как раз-таки экзамены в тот момент. То есть тоже, вот как Джанбек Байке говорит, за границей это реально проверка тебя на твою же силу. Нет близких, нет родных, и ты сидишь, готовишься к экзамену, у тебя болит голова, у тебя просто вот от Вы крови... учились между Да, делом? да. В тот момент я училась в Малайзии как раз. И это было, да, нелегкое время, но... Я сказала сразу же тренеру, я сказала Жанубек Байке, они меня поддержали, я просто пришла в себя. И как раз-таки январь-февраль началась подготовка к чемпионату мира, где спустя 2 месяца, получается, я все-таки пришла к золоту. Ух ты. Это был такой толчок, знаете? Да, я понимаю вас. И вы поступательно шли к чемпионству, да? Я смотрю, у вас бронза в 16-м, серебро в 17-м и золото в 18-м. Мы не отступаем. Вы не отступали Не отступаем. совсем. А те ребята, те девушки, которые с вами состязались в 16-м и 17-м, они также принимали участие в 18-м? Вы сумели их перебить? Нет, их, к сожалению, Их не было да. Чаще всего девушки в моей весовой категории прилетают только 1 раз. Я не знаю почему. Ага. Но так было. Да, некоторые, конечно, мы друг друга видим, а именно в моем весе нет. Вот. И я всегда люблю задавать этот вопрос спортсменам. Прибыльно ли это дело? Какова прибыль в тайском боксе? И вообще, можно ли оттуда что-нибудь вытащить на ход ноги, грубо говоря? Грубо говоря, конечно, если ты выступаешь по профбоям, соответственно, не в нашей стране, а за границей, это очень прибыльно. Да? Да, если по Я по любителям... костюмчику вижу, Да, по если, часам вижу. если по любителям и в нашей стране это вообще не прибыльно, потому что никакие стипендии, никаких этих государственных поддержек нет, поэтому не прибыльно. А если выступать как профессиональный боец в профессиональном уровне за границей, там сейчас такие турниры проводятся очень крутые, как One Championship, вот, Kunlun Fight, одни из лучших организаций в мире сейчас.
Поэтому там, если выступать, то это очень прибыльно. Ух ты. Айбике, что насчет вас? Как я уже сказала, я выступаю по любителям, и дальше профессиональную карьеру в тайском боксе, к сожалению, не планирую. Почему? Это все же травмоопасно, как бы это ни было, да. Я хочу сфокусироваться на что-то другом, но спорт я никогда не брошу, и также выступать готова. До сих пор как бы есть желание ходить на тренировки, передавать свой опыт, как я уже сказала, другим девушкам, подрастающему поколению. То есть это тайский бокс уже часть жизни, да, но именно профессиональные бои, то есть это нужно посвятить всего себя именно профессиональной карьере. Поэтому, скорее всего, вот так вот. Я думал, вы скоро по пути Шевченко пойдете там. Все это спрашивают, что следующий ваш Шевченко, да? Я просто каждый день слышу, особенно после ее приезда. А вот в равном бою вы побили бы Валентину или... Давайте не будем затрагивать Не эту будем, тему. да? Есть еще раз на раз, да? Но она, Ладно, кстати, у нее был такой же путь. То есть она начала с тэквондо, была в тайском боксе, и вот мне говорят, вот смотри, у тебя было тэквондо, тайский бокс, может, дальше в ММА. Да. Есть предложение по боям без правил, уже несколько буквально поступило, но я пока обдумываю, честно, да, потому что есть другие на это причины. И как Вы бы замуж это собираетесь? не было, нет. Нет? Не это причина? Нет, это причина, у меня есть основная деятельность, поэтому это маркетинг, пиар. А, вы маркетолог. Начинающий. Начинающий. Да. Если кто-то не возьмет ваш продукт, не заинтересуется, вы оба, да, ничего себе. Раз, два и Да, спать. А вы, Бейчембек, скажите, реально ли вас увидеть в боях без правил? Ну, знаете, как говорит Айбике, тайские боксеры, мы мы бываем очень преданные и очень как бы сказать-то, то, что любим тайский бокс. Вот. Поэтому я не знаю пока, просто так взять и уйти от тайского бокса, это невозможно. Невозможно. Потому что все знают то, что базовый тайский боксер — это вообще убийца. Поэтому все тайские боксеры запросто перешли бы в ММА и начали бы там показывать хорошие результаты. Но как получается, мы, тайские боксеры, являемся бойцами чести, нам вот это вот не позволяет. Я не знаю, если сейчас борцы запросто переходят без проблем, боксеры, дзюдоисты, запросто вот переходят. А именно касательно тайских боксеров, для нас это тяжело дается, потому что мы преданные. Вот, мы бойцы чести. Вы прям самурай, я смотрю. Да. Вот так вот, Азрят. Поэтому Айбике тоже не учит других и не уходит от тайского бокса. Значит, это не только спорт, но и школа жизни, философия жизни, да? Конечно. Не врать, не лгать. Нет. Искусство А побеждать. кто у вас является папой римским? Наш тренер. Наш тренер. А, ваш тренер? Наш тренер. Крести, да, водичка. Я помню, знаете, было такое в тайском боксе, есть, то есть знак, как это правильно называется, приветствие, то есть отдаешь дань, честь тому, с кем ты здороваешься. Это нужно делать и с тренером, когда ты заходишь в зал. Когда мы видели тренера на улице и делали ему такое приветствие, такой... Тихо, не палите, уберите свои руки. И все. Это интересно. Наш тренер с очень хорошим чувством юмора. Да, то есть в тяжелый момент он может подшутить, и сразу все на свои места встает. Это орел какой-то загадочности у вас, да? Закрытая контора какая-то, чтобы на улице не здоровались друг с дружкой. Масоны какие-то. Какие-то масоны, честно. И папа римский у вас Мы есть. как раз в подвале занимаемся для полного Все. Скоро ГКМБ к вам прибудет. Шучу, конечно, если вы нас смотрите. Все нормально с ними. Я вам отвечаю. Наши ребята. Бейчембек, о вашем лучшем поединке к этой секунде. Вот когда вам задают такой вопрос, скажите, вот на память, какой бой приходит? Блин, я не знаю, если честно. У меня боев было очень много, и я ко всем боям настраиваюсь одинаково, хочу выиграть. Вот, поэтому я думаю, мои лучшие бои это еще впереди будут. И я не вижу кольца на вашей руке. Вы не женаты, Бейчембек? Нет, не Нет? женат. Как у такого статного мужчины, тайского боксера нет? Да и Пока жены нет, есть. я думаю. Пока нет. А есть на примете кто-нибудь? Так же, как же я говорил, мы преданные бойцы то Муай-Тай, есть тайский поэтому бокс и жена мы сейчас ваша, и пока невеста. готовимся, да, занимаемся пока тайским боксом.
А вы, Айбике, есть кто у вас в сердечке, чье имя бьется? Всему свое время, думаю. Всему свое время. Да. То есть нет у вас никого? Все понятно. Хорошо. Вы как будто снимите, а то мне как-то неудобно рядышком стоять. Хорошо, Айбике, что нужно делать джигиту, чтобы завоевать сердце тайской боксерши? Прям такой прямой вопрос, Ну, конечно, прямое, ребром. да? Я даже не знаю, что определенно им нужно делать, то есть это всегда должно исходить из сердца. И, знаете, мне иногда подруги говорят: Айбике, у тебя такая большая сборная, у тебя там Джанбек Байке есть, у тебя столько красавчиков есть. Я говорю: знаете, единственный мой парень в зале — это Груша, так что... На самом деле, да, мы друг друга очень уважаем, и у нас всего 2 девочки в сборной Кыргызстана. Еще как Чикеева Бегим, к сожалению, она сейчас в России учится. Но да, мы настолько чувствуем их поддержку, что, скорее всего, может, как-то не нуждались в вот этой мужской заботе, любви, потому что они всегда нам ее дарят безвозмездно. Вот. А так, идеального парня я, конечно, не жду, но спорт — это тот пунктик, который все-таки важен. Ух ты, Бечимик на вас так смотрит завороженным таким Я на вас взглядом. смотрю. Что-то, может, я покину? Все нормально. Ну, мы вас еще обсудим с Бечимиком. Ладно, шутки шутками. Шутками. Итак, как и все хорошее, друзья мои, наша передача имеет свойство заканчиваться, к сожалению. И, как вы обещали, в концовке нашей передачи давайте покажем пару фирменных приемов из тайского бокса, Бечимик, если вы не против. Айбике не против, как я знаю, да? Да. Айбике? А что Вы, мы можем? Бечимик, не против? Да, На мне не против. покажите пару приемов. По очереди давайте. Да, Айбике по покажешь, очереди. потом Итак. я могу показать. Переходим. Rising up back on the streets, did my time, took my chances. In the distance, now I'm back on my feet. Just a man and his will to survive. So many times it happens too fast. You change your passion for